Сегодня в Туркменистане день поминовения жертв Ашхабадского землетрясения 1948 года, а также воинов, павших на полях сражений. 6 октября – одна из самых печальных дат в истории Туркменистана, напоминающая о тех, кто стал жертвой колоссальной силы стихии, а также кто ценой своей жизни выполнил святой долг. По случаю скорбной даты по всей стране приспущены государственные флаги, повсеместно прошли поминальные молебны. Память – главная составляющая духовной жизни туркменского народа. Она соединяет поколения людей, наполняет жизнь особым сокровенным смыслом, позволяет, соприкоснувшись с прошлым, осознать свое настоящее и уверенно взглянуть в будущее. Ранним утром тысячи ашхабадцев и гости столицы пришли к мемориальному комплексу «Народная память», чтобы возложить венки к подножию памятников «Духовный поклон», «Сыновья нации», «Вечная слава». В церемонии возложения цветов приняли участие председатель Меджлиса, заместители председателя Кабинета министров, руководители министерств и ведомств, общественных организаций и средств массовой информации, главы дипмиссий и представительств международных организаций, аккредитованных в стране, зарубежные бизнесмены, старейшины, студенческая молодежь, многочисленные жители столицы. Bir kere daha kardeş ülkemizin, ata vatanımız Türkmenistan'ın bu özel gününde tüm Türkmen kardeşlerimizle yüreklerimizin bir attığını ifade etmek istiyorum ve hepinizin başı sağ olsun ve şehit olan tüm kardeşlerimizi tekrar minnetle, rahmetle anıyorum. Звучит государственный гимн Туркменистана, который сменяет печальная мелодия, написанная Нурой Халмамедовым к кинофильму «Кечпелек. Горькая судьба», ставшая музыкальным символом Дня поминовения. Участники возлагают венки к подножию памятников «Духовный поклон», «Сыновья нации», «Вечная слава». Беспощадная стихия в страшную октябрьскую ночь 1948 года оборвала жизнь прадеда президента Туркменистана Бердымухамеда Аннаева, ветерана Великой Отечественной войны, педагога и популяризатора национального культурного наследия. Венки и букеты цветов возлагают руководители Меджлиса, заместители председателя Кабинета министров, руководители военных и правоохранительных органов, министерств и ведомств, общественных организаций, главы и представители аккредитованных в Туркменистане дипмиссий, зарубежных компаний, священнослужители и старейшины, молодежь, многочисленные жители и гости столицы. Her yılın 6. oktyabrına Türkmenin milli lider Erid Arkadağımızın başlangıcı bilen, Arkadağlı kahraman serdarımızın kararı bilen, her yıl iyileşlerimiz bilen, şu yadigarlığı, bir halk hakidati yadigarlığına gelip, bilen, seher bilen, şehit olanların, büyük vatançılık uruşuna vefat olan milli Türkmen koşunlarımızın vefat olan kahramanlarımıza hemen 1948 yılın 6. oktyabrına güçlü yer titreme derarlı kesek atından alan iyileşlermeden hatırasına şolar yaatlama günü münasibetli ter gülçemen defterlerini koyar. Hemen her bir maşgalada hemen bütün devlet derecesinde şolar yaatlap geçip ayet tügüler ediliyor. Şolar yali milli defterlerimizi bizim alt parmağımızda giyin yol açan Türkmen halkının milli lider Erid Arkadağımızda kadağlı kahraman serdarımızda köp sağ olsun aytiyat. Цветочный ковер покрыл и подножие монумента «Вечная слава», возведенного в честь туркменистанцев, павших в битве с фашизмом. Более 70 лет минуло после одного из самых трагических событий в истории туркменского народа, воспоминания о котором до сих пор болью отзываются в сердце каждого туркменистанца. Печаль усиливается многократно от осознания того, что нет виновных в этой страшной трагедии. Есть лишь без вины ее жертвы. В ночь с 5 на 6 октября 1948 года в 1 час 12 минут по полуночи стихия нанесла удар, в одно мгновение сдвинув миллиарды тонн земли и до основания разрушив туркменскую столицу. Страшная трагедия, жестоко перечеркнув судьбы людей, разделила ашхабадцев на мертвых и живых, потерявших самых близких людей. Отметим, что ЮНЕСКО признал Ашхабадское землетрясение одной из самых разрушительных катастроф 20 века. И неспроста, ведь количество оборвавшихся в тот день жизни все еще остается неизвестным. Разные источники называют цифры от 100 до 170 тысяч. Поминальные церемонии состоялись по всей стране.